Давайте постараемся все-таки быть осторожными в это время. Только за неделю рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти в 2 раза. Эпидпорог превышен на 41%. Система здравоохранения республики сейчас работает с довольно серьезной загрузкой. Обращающихся за помощью довольно большое количество. Число заболевших гриппом и ОРВИ почти максимальное за 30-летнюю историю наблюдений, говорят медики. За неделю зарегистрировано более 40 тысяч заражений, антирекорд 50 тысяч. Едим, честно, едим. Пропила витамины и народными средствами, травками, лимончиками берем. Помогает? Помогает. Медики говорят, народные средства на пользу только вкупе с медикаментами, назначенными врачом, особенно при заражении свиным гриппом. В 82% случаев диагностируют именно его. Главный симптом – температура под 40. С учетом того, что 2 года наше население не встречалось с вирусами гриппа и несколько утратили свой иммунитет, поэтому в этом году все-таки вирус гриппа H1N1 протекает в таком более интенсивном варианте. Тяжело болеют ОРВИ и гриппом дети, а на сегодня более 16,5 тысяч татарстанских школьников находятся на разобщении. Это 550 классов. Особое внимание своему здоровью специалисты советуют уделить во время предстоящих новогодних празднований. Елки, походы в гости – все это замечают медики. Само собой и массовые скопления, и перепады температуры. Заразиться в таких условиях, например, гриппом, особенно просто. Пожалуйста, на сегодня нужно ограничить по возможности круг своих контактов, то есть не ходить туда, где есть большое скопление людей. Если это невозможно, тогда обязательно использовать маску. Неделю назад в связи с ростом заболеваемости Роспотребнадзор ввел несколько ограничительных мер. Среди них масочный режим в транспорте и медицинских учреждениях. Если эпидобстановка будет ухудшаться, полный масочный режим могут ввести после новогодних праздников. Чтобы не допустить этого, медики рекомендуют соблюдать все санитарные нормы. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Казань.